Наступила осень, пора сезонных инфекций, в том числе и гриппа. Опасность этих заболеваний в том, что распространяются они очень быстро, а это может привести к массовому заражению. Поэтому уже сейчас необходимо позаботиться о своем здоровье. И наиболее эффективной мерой защиты от гриппа является вакцинация. Как часто к вам в больницу обращаются пациенты с ОРВИ или с гриппом? И по сравнению с прошлым годом больных меньше или больше? Больные с острой респираторной вирусной инфекцией к нам ежедневно обращаются. Степень тяжести различная, но чаще всего это легкая и средней степени. Сезонный грипп, он очень контагиозный, обычно протекает в течение 5-7 дней. В Галицком районе вакцинация против гриппа начнется 26 октября. Для профилактики будет использоваться препарат Ваксигрипп Тетра. Данный препарат действует против 4 штаммов группы А и Б вирусов гриппа. Иммунизироваться можно как взрослым, так и детям от 6 месяцев. Вакцина делается после консультации у терапевта. И после всех обследований, при подтверждении, что человек здоров, он направляется в процедурный кабинет на прививку. Иммунизация бесплатная, и каждый желающий может обратиться в ЦРБ. Вакцина проводится среди взрослого населения, также среди детей от 6 месяцев. Вакцина применяется для профилактики гриппа. Значит, детям до 3 лет вакцина осуществляется в бедро, как обычные вакцины. Что касается взрослого населения, то это дельтовидная мышца, то есть мышца плеча. И что касается осложнения редко наблюдается. Если бывает, то это покраснение, которые прикладываем лед, и больше ничего особенного нет. И вакцина проводится, перед этим проводится консультация. Если взрослое население, то проводится консультация терапевта. Если нет острых заболеваний, если нет температуры повышения на данный момент, то без проблем осуществляется вакцинация. В течение 30 минут больной находится в стационаре, после чего отпускается на дом. Какая категория людей особо восприимчива к гриппу? Слабый иммунитет у которых. Если есть какие-то хронические заболевания, это все-таки детский возраст и пожилые люди. А как можно повысить иммунитет? Иммунитет, физические нагрузки, физические занятия на свежем воздухе. Слава богу, у нас это все имеется, то есть морской воздух, фрукты. У нас все это не загрязнено, поэтому это все возможно, это все есть. Также можно принимать витамины, которые по возрастной категории тоже можно будет без проблем определить, какие принимать. Вакцинируются максимум 2 раза в год, но обычно достаточно провакцинироваться 1 раз. Вакцинация против гриппа является относительно безопасной. Тем не менее, существует ряд ограничений. Противопоказано делать прививку при наличии повышенной аллергической чувствительности и при обострении хронических заболеваний. При кишечных инфекциях и ОРВИ вакцинация возможна только после снижения температуры тела до нормальных значений. Обо всех противопоказаниях расскажет врач, который будет проводить консультацию до прививки. Он же определит их наличие, и при необходимости вакцинация будет отложена или отменена. Иммунизация, она что дает? Особенно иммунизируются люди, которые болеют заболеваниями бронхолегочной системы. Почему? Потому что данное заболевание, оно поражает легкие, иногда спускаясь с верхних дыхательных путей на средние и нижние. И люди, которые болеют бронхиальной астмой, у них тяжелее протекают эти все заболевания, поэтому они иммунизируются, и заболевание либо их не касается, либо проходит в такой поверхностной форме. А кому нельзя прививаться? Может ли вакцина нанести вред здоровью? Да, конечно, есть категория людей, которые имеют высокую чувствительность к компонентам вакцины. То есть это же чужеродный белок, который попадает к нам в организм. Поэтому люди с повышенной аллергической готовностью, они должны опасаться. То есть это все уже по специальной схеме, через пробы делают эту вакцинацию. И туда же относятся беременные женщины и так далее. То есть есть свои определенные классификации пациентов, у которых есть относительные противопоказания и абсолютные. То есть это уже в индивидуальной беседе все это врачом устанавливается, и
допускается, либо наоборот отклоняется от иммунизации данный человек в процессе беседы с врачом. Что лучше всего использовать для профилактики гриппа и ОРВИ? Ну, знаете как, здесь это все относительно. Многие прибегают к народным средствам, ставят там чеснок выжатый, чтобы вот эти эфиры чеснока, доказанные свойства противомикробные реализовывались. Но говоря уже о профилактике, это, конечно же, закаляться с детства. Сейчас это именно должно все идти с раннего возраста. Ну или хотя бы поэтапно, то есть контрастный душ. Но это надо делать регулярно. То есть сейчас, если человек, который этим не занимался, сразу начнет закаляться, он заработает себе пневмонию, пиелонефрит, обострение остеохондроза, гайморит и так далее. Все воспалительные процессы у него обострятся. Поэтому это надо делать с лета начиная и регулярно по алгоритму. Есть специальные алгоритмы, которые закаляют организм. Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, кашель, обычно сухой, головная боль, мышечные боли и боли в суставах, тяжелое недомогание, боль в горле и насморк. Кашель может быть тяжелым и длиться 2 недели и более. У большинства людей температура нормализуется, и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи. Болезнь может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, и даже заканчиваться смертельным исходом. Случаи госпитализации и смерти крайне редко, в основном в группах высокого риска. Какие осложнения могут быть у гриппа? Ну, самое грозное осложнение гриппа – это пневмония. То есть она может быть односторонней, может быть двусторонний, отит может быть, воспаление уха, которое, если вовремя не лечить, может осложниться нагноением и уже развиться менингит, а если его упустить, то энцефалит, то есть воспаление головного мозга, а также абсцесс мозга, то есть развитие гнойного очага в полости мозга. Пневмония также может привести к дыхательной недостаточности. То есть вот основные, в принципе, осложнения. Там есть, конечно же, и запущенные формы, то есть об этом можно дискутировать долго. Когда ты упустил пневмонию, потом может аж до сепсиса дойти, и там уже, как говорится, исход будет плачевный. Исходя из этого, можно сделать вывод, что хоть и редко, но осложнения гриппа все-таки бывают. Следует своевременно обратиться в больницу за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и непоправимых последствий. Не стоит относиться к здоровью пренебрежительно, ведь это в ваших же интересах. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал ТВ.